можете не заниматься политикой. Политика сама займется вами. Так однажды сказал Эдуард Сагалаев, нынешний руководитель российской телерадиокомпании. В последнее время в автобусах, на работе и даже на природе мы так же часто говорили о политике, как, наверное, англичане о погоде. Хотелось бы, чтобы политики так обустроили нашу жизнь, чтобы мы поменяли тему наших разговоров. И у нас возникало бы желание задавать себе и другим вопросы, подобные тем, которые задает композитор Михаил Герцман. Я хотел бы коснуться вот такой трепетной и сложной, и в чем-то даже, может быть, рискованной темы. Это звучит так: национальное в искусстве. Что это такое? Я очень много лет раздумываю над этой темой, и раздумья эти достаточно мучительные. И вот уже само то обстоятельство, что раздумья о национальном в искусстве достаточно мучительны, говорит мне о том, что в этой теме очень много путаницы. И, может быть, даже нет такой проблемы национальное в искусстве. Может быть, нет, вообще не существует такой темы. Не существует такой проблемы. Вот, предположим, вот так. У меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а вас вот интересует... Вы умеете говорить по-норвежски? Что-нибудь знаете по-норвежски? А вот тем не менее, вам совершенно все будет понятно, если я скажу вам по-норвежски вот такую фразу. Я это сказал по-норвежски, и всем было понятно. Не важно, что мы не знаем, может быть, о чем говорится в этой прекрасной песне Сальвей, которую написал Грик. Мы ощущаем душевность этой темы, мы ощущаем печаль, которая звучит в этой музыке. А скажите, пожалуйста, может быть, кто-то по-польски хорошо понимает? Я думаю, что есть и такие. Пожалуйста, я это сказал по-польски, а можно сказать, например, и по-французски? Подобно тому, как та первая польская тема, предыдущая польская тема была очень нежная, очень какая-то трепетная, вторая тема рисует нам в этой хабанере пылкий, кокетливый, одновременно дерзкий образ французской цыганки Кармен, которую знают даже те, которые не смотрели оперу Кармен, не слышали ее никогда. Чем же объяснить, что мы понимаем вот эти языки? Ведь каждая из этих тем написана глубоко национальным художником, в творчестве которого глубоки связи с народной песней. Каким образом получается, что нам безразлична норвежская эта тема, польская эта тема, французская эта тема, или, например, ну, скажем, английская, да еще с американским акцентом. Вот такая, например.
все понятно. А давайте попробуем поговорить по Коми. Я сыграю сейчас тему, может быть, одну из самых прекраснейших тем, которые когда-либо были написаны на земле Коми. Эта тема принадлежит перу Александра Осипова. Что же объединяет все такие разные и такие прекрасные темы? Я думаю, что слушателю совершенно безразлично, кто создал эту тему. Ему в конечном итоге безразлична фамилия автора. Ему может безразлична, я думаю, та первооснова, народная, вероятно, первооснова, которая послужила источником для вдохновения. Его интересует результат, его интересует само искусство. И поэтому я прихожу вот к какому выводу. А ведь существует искусство и не искусство. И все вот эти темы, а это одна маленькая капля в море гениальных тем, которых можно было сыграть сегодня, я прихожу к выводу, что они все написаны по одному и тому же закону. Вот как есть законы физики, которые одинаковы в Африке, и в Америке, и у нас. Это закон и зыбкий, и в то же время могучий, закон которому невозможно не подчиниться. Это закон красоты. И на основании этого, я думаю, или давайте подумаем вместе, а может быть, истинное искусство наднационально.
Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Мы встретимся с вами ровно через 2 недели. А я желаю вам всего доброго и прекрасного. До свидания.